В этих стенах работала руководитель ансамбля «Эбедиет» Наджия Филимонова. Она сидела за этим пианино. Здесь была ее стихия и дело всей жизни. Наджия ханым год как нет, но ее рабочий уголок остался нетронутым. Один прекрасный день Наджия Оджа, занимаясь на своем инструменте, она услышала звуки фано. Она говорит: Диляра, где-то что-то звучит, неправильно кто-то что-то исполняет. Я не могу так. Она остановила репетицию, подбежала к окну, услышала, говорит, где-то внизу. Она не посмотрела ни на что, она побежала, нашла этот инструмент. Ей не понравилось, где он расположен, как с ним пользуются. Она говорит, как всегда, вызывает своего мужа, помощник, который не самый главный, Нариман, чтобы это фано было завтра там. А там это надо с первого этажа на третий поднять. С того дня, как это фано разместили в читальном зале, оно так и находится здесь, не сдвигается. Ансамбль «Эбедиет» был создан в 2004 году. Он много лет работал в крымско-татарской библиотеке имени Османа Акчохраклы. После кончины Наджии Филимоновой ее ученики ни дня не прекращали петь и заниматься. Так хотела бы и сама Наджия ханым. И в минувшие выходные в Бахчисарае в здании крымско-татарской библиотеки имени Османа Акчохраклы ансамбль вновь открыл свои двери. Мы очень долго откладывали это событие, потому что было очень много мероприятий в последнее время, но вот наконец-таки мы все-таки это сделали. Дети очень старались, мы вчера буквально до 12 ночи это все сами собирали. Ансамблю негде было заниматься, мы и там, и тут везде занимались дома, у меня, у Нариманага, Наджия ханум, супруга. Вот. И после этого сделали здесь ремонт, тоже делали сами его с детьми. Вот. И, наконец-то, наши репетиции проходят в новом помещении. Сегодня в ансамбле более 20 детей от 4 до 18 лет. Многие из них – победители конкурсов и фестивалей. Самое главное, песни, которые исполняет «Эбедиет», пропитаны любовью к родине. Именно это старалась привить ученикам Наджия Филимонова. Я уже 7-й год хожу в этот ансамбль «Эбедиет», и от него я получил уникальные навыки работы как и с людьми, общения, так и вокальному пению. То есть для того, чтобы дальше просвещать то есть наш народ. Я очень горжусь участвовать в нашем ансамбле, принимать участие, и я надеюсь, мы будем продолжать нашу культуру и выступать дальше в других концертах. Сегодня мы выступили в новой студии. Все прошло ярко, незабываемо, и надеемся продолжать в том же духе. Впереди у ансамбля «Эбедиет» амбициозные планы, конкурсы, победы и новые вершины.